Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я собралась сделать запеканку, творожную запеканку. Не просто запеканку, конечно, там еще кое-что мы добавим, так будет в самом конце. А здесь у меня, значит, в миске здесь 800 грамм творога. И начнем готовить тесто. Значит, здесь высыпаем сахар 150 грамм. Пол чайной ложки соли. Сюда же разбиваем 3 яйца. Ой. И высыпаю крахмал. Ну, кто что может. Можно и муку высыпать, можно и манку, но у меня здесь кукурузный крахмал идет сюда. Кукурузный крахмал, 50 грамм кукурузного крахмала добавили. И это все сейчас будем размешивать блендером. Тесто густое, и добавляю еще одно яйцо. Сюда кладем еще масло сливочное, 30 грамм. И добавляем еще ванилин. Ну вот такое нежное тесто получилось. И это сейчас мы все будем класть в форму и выпекать. Включаем духовку на 180 градусов. Берем масло и мажем противень сливочным маслом. Припыляем мукой. И кладем наше тесто. Все равномерно распределяем по форме. Кладем сюда фрукты. У меня здесь сливы, черешня и смородина. Можно класть любые фрукты. Можно и сухофрукты. У нас духовка уже готова, и мы отправляем в духовку на 40 минут. А теперь подождем. Делаем заливку. Сметану беру 400 грамм. Сюда добавляю сахар. 70 грамм сахара. И 2 яйца. Это все венчиком тщательно размешиваем. Ну, друзья, поздравляющий я с вами. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Ну, не хотелось мешать своей болтовней, когда Маша замешивала тесто именно там прям на вот эту запеканку. И вот сейчас уже делают такую изюминку
запеканка, и будет она еще с заливкой. Вот такой. И с яично-сметанной заливкой. Маша делает. У нас продолжение есть, естественно, серия продолжения готовки из творога. До сих пор еще пасхальная неделя идет. Ну вот такая жиденькая заливочка у нас получается. А там выпекается запеканка в духовке. Время подошло, вытаскиваем. 35, ой, 35, нет, 40 минут прошло, друзья. 40 минут. Ого, смотрите, вот смотрите, друзья, какая красота. О, запеканка. В принципе, эту запеканку можно уже сейчас так кушать. Черно ведь, Маша? Ну да, остынет, да. Да, можно так кушать. Но Маша приготовила заливку, но видишь, у нас она поднялась, запеканка стала такая пушненькая, и я не знаю, даже заливку, наверное, сюда уже поспешили мы это с этой заливкой, если честно. Может, осядет еще, да, можно. Пусть немножечко осядет. Подождем, да, пока осядет, да? Да. Если осядет, потому что запеканка очень пушная у нас, друзья, прям пушная-пушная. Что-то мы переборщили. Творога, наверное, очень много было, да? Творога, да. 4 банки. 800 грамм творога было. Да. С формой не рассчитали, друзья. Ну почему? Потихоньку он оседает. Ну, у запеканки такое свойство, что она на горячей всегда она такая пушненькая и немножко при остывании считает, давайте. Да, остынет, и потом зальем и обратно отправим в духовку. Даже, друзья, 5 минут не прошло. Видите, там уже с краев уже место есть, куда можно заливку заливать. Что и делает Машенька. Зальем нашу запеканку еще. Наши фрукты, которые сверху были, они все зальются сейчас. С той яично-сметанной смесью. И будет очень чудесная запеканка. 2 слоев, даже не 2, а 3 слоев. Творог, фрукты, сметанная заливка. Видите, все влезет. Ну, почему-то вот есть такой момент у творожной запеканки, что она на холодную такая очень-очень высокая, а потом, как вытаскиваешь в духовку, сразу начинает оседать. Ну, смотрите, ничего мы не ошиблись с пропорциями, а все в тютельку. Все точно. Маша, да ты прям снайпер с этими пропорциями. Прям снайпер. Все точненько. И сюда потом сверху мы кладем клубнику. У нас ягоды, друзья, замороженные. Маша не сказала, что у нас замороженные были, а вот пока, видишь, они растаяли. Так-то замороженные ягоды были. Маша говорит, что сюда можно и цукаты, можно и это. Ну, я бы сказал, что запеканка, она нежненькая должна быть. Какие цукаты, какие сухофрукты. Я и не соглашусь с этим моментом. Все должно быть нежненько, сочненько. Как пирожное, как торт. Вот. Вы можете сюда тоже любые ягоды замороженные. Ну, мы клубнику специально оставили для этого. Для вишенки на торте. Да, а теперь отправляем еще на 15-20 минут. Ну, оно теперь как суфле должно тоже превратиться. Вот. Думаю, сегодня будет праздник вкусовых рецепторов от Маши. Угу. Прям, ну, красочно. Ну, и ароматно в доме одно и то же время. Что там? Что ты там? Что ты там? Клубнику? Сок? Да. Вкусно? Время подошло. Вытаскиваем нашу запеканку.
Осторожно, такую красоту не урони, Маша. Ух ты. Еще горячо, еще пышное. Сейчас буквально немножко подождем, как этот снова тоже, чтобы ощело немножко. У нас запеканка готова, остыла. Сейчас будем пробовать. Ну как остыла? Немножко приостыла, а не остыла. Сейчас попробуем, покажем в разрезе, как она будет выглядеть. Как суфле такая нежная режется. Очень так. Такие большие куски Маша сразу разрезала. Первый кусочек, конечно, тяжеловато взять. Ну, попробуем. Ну, смотрите, какая красота, друзья. Видите, какой толщины запеканка. Хотя она уже и остыла, ни капельки не оседает. Так толстенький такой, прям упругенький. Вот так выглядит в разрезе. Сейчас еще этот кусочек поделим пополам. Тебе половину и мне половину. И еще вон. Смотрите, какая красота, друзья. Пушненькая получилась запеканка. Толстенькая такая. И сверху заливка. Снизу запеканка, сама именно творог. И все очень прям красиво. И одновременно красиво, и одновременно все вкусно. Прям замечательно. Маша, молодец. Ставим 5. Все. И миллион нравишек. Конечно же, сейчас будем пробовать, дегустировать. Вот смотрите, какая нежная запеканочка, друзья. Пробуем на вкус. Конечно же, несомненно, это вкусно. Как, Маша? Чускин. Нежный чускин. Слива кислинку дает такое еще. Ну, слива, там клубника, вишня там была. Я видел. Чускин. Нежный. Вообще нежные. Очень вкусно. Запеканка, друзья, получилась. Очень такая высокая, еще даже пышная и нежная. Сейчас я тоже буду пробовать, как там и что. И буду оценивать. Она прям сразу и растаяла во рту, как пирожное. Как, я не знаю, вот оно есть, и вот его уже нету. Давай, Маша, на второй глаз еще укушу. Такая вообще. А заливка-то какая нежная, да? Она как-то еще придает нежность, еще запеканка еще какой-то особую нежность придает. Фрукты, что там туда клали, да? Это вообще изумительно. Вкус дает такую кислинку небольшую. Вообще, прелесть. Прелесть. Смотрите, уже кусочек у Маши нету. Быстро-быстро и, наверное, добавки, да, в это? Вот. А я без камеры тоже это все буду уплетать. Красота, друзья, одним словом. Видите? Все, у Маши пустая тарелка. Даже чаем не запила. Да, забыла. Потому что вкусно. Вот. Потому что вкусно и потому что ческид. С творогом всегда все вкусно получается. Вот. У нас такая творожная неделя заканчивается. Наелись мы, начиная с прошлого воскресенья, с Пасхи. И наелись мы уже этих творожных начинок, творожной выпечки. Очень много. Ну, пасхальная неделя, она такая должна быть. И добавок. Конечно, добавок. Такую вкуснятину. Ну, она, самое главное, она нежная, очень нежная. Прям нежная. Вот именно вот без заливки бы все равно бы чуть-чуть не то было. Давайте. Вот эта заливка какую-то особенную нежность придает. Прям вот первым почему-то вот этот кусочек заливки попадает на язычок, на язык, да,
И прям ощущения вообще суперские. Действительно, я сказал, что будет праздник вкусовых рецепторов. Действительно, так и есть. Молодец. Может, еще кушать. Веселее мне будет разговаривать с вами. От такой вкусноты я не знаю даже, что и говорить потом. Надо быстрее мне съемку заканчивать и приступать тоже этот кусочек съесть и еще добавочки, как Маша. Вот. Все замечательно. Вот. Приготовили, вернее, Маша приготовила такой десерт, можно сказать, это полноценный десерт такой. И обед, и это ужин такой замечательный бы. Очень, на ужин бы очень замечательно подойдет. Запеканка такая творожная, очень вкусная. Ну, это тоже, конечно же, много что сюда мы добавили. Ну, то, что, например, в детском садике бы это не добавили. Но, в принципе, запеканка то же самое, что и обычно делаются запеканки в госучреждениях, так сказать, я скажу. В детском садике, в больницах, там еще где-то. В столовой, так запеканки со сметаной, они пышные всегда, толстенькие. Но и у нас, друзья, тоже очень пышненько и нежненько, и вкусненько. Два слова буквально про погоду, пока Маша угощается. Погода вроде как бы по прогнозу хочет немножко потеплеть. Дай бог уже это все это быстро действительно потеплело. Прекратился этот снегопад через каждый день. Нужно начать приступать уже к огородным делам. Что-то мы уже совсем припозднились. Вернее, посадки, да что-то еще нет, не припозднились, а вот подготовка, к самой подготовке, чтобы земля немножко высохла, грядочки. Навоз так-то разбросан уже у нас, но все равно парничок там зароить надо. Вот. Подготовиться к посевной. Это надо сделать. Но видишь, погода не позволяет. Маша там вроде как убралась уже на участке. Ну, не полностью, половину убрала. Где сыро было, там еще осталось позади дома. Надо, чтобы уже в режим такой, погода в режим вошла. Надеюсь, вот это все похолодание было не зря. Не зря, чтобы в июне уже этого не было. Вот. Или в конце мая, или в июне, чтобы этого похолодания не было. Обычно, когда в теплицу выносим эти все помидоры, там огурцы, и начинается похолодание. Главное, что надеемся, что эти заморозки, которые сейчас были, все, на этом прекратится и будет все тепло и тепло. Дай бог. Ну что, друзья, заканчиваем этот ролик, этот вкусный ролик. Говорим вам до свидания. Всем пока, до новых рассветов. И пускай они всегда будут только добрыми и только вкусными. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Пеките такую запеканку и угощайте своих родных. Запеканка пышная получается. Я присоединяюсь к словам Марии. Все очень вкусно, все очень пышно, все очень